Новости в эфире телеканала «Милет». В студии Нариман Тарсинова. Добрый вечер. Прямо сейчас в выпуске. Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье. Спасатели обнаружили 209 фрагментов тел погибших. 29-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. В Симферополе прошли памятные мероприятия. Секретная информация ФСБ России оказалась у украинских спецслужб. В Симферополе задержали шпиона. Бездорожье, отсутствие уличного освещения, дома без адресов. Как в 21 веке живут люди в местах компактного проживания. Мой родной язык – крымско-татарский. 170 учеников крымских школ приняли участие в Олимпиаде по крымско-татарскому языку. На месте крушения самолета Ан-148 спасатели обнаружили 209 фрагментов тела. Об этом рассказал представитель оперативного штаба на месте ЧС. Накануне самолет Ан-148 саратовских авиалиний Москва-Орск разбился через несколько минут после взлета из Домодедово. Крушение запечатлели камеры видеонаблюдения. От этих деревьев в другую сторону тоже метров 200, наверное, обломки валяются. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли. В Орск прибыли медики из Москвы. Они будут брать образцы ДНК у родственников погибших для проведения генетической экспертизы. В авиакомпании заявили, что перед вылетом самолет прошел плановую проверку и был исправлен. Власти Саратовской, Оренбургской и Ленинградской областей выплатят семьям погибших по 1 миллиону рублей. Памятные мероприятия, посвященные 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошли по всему Крыму, а у памятника в селе Перово состоялся митинг. В нем приняли участие жители села, ветераны, а также школьники. Они вспоминали погибших, однополчан, товарищей, друзей и родных. Сегодняшний день – это память и скорбь о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Подобные мероприятия проводятся для того, чтобы заложить в память подрастающему поколению вот те события, ту боль и ту гордость за грядущие поколения. В Симферополе задержан гражданин Украины по подозрению в шпионаже. Об этом сообщили в ФСБ России. По данным правоохранительных органов, указанное лицо целенаправленно собирало и передавало спецслужбам Украины сведения о деятельности частей соединений Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации ФСБ. Утечка информации могла нанести ущерб безопасности России. Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о шпионаже. Задержанные в Ялте наркоторговцы оказались сотрудниками МЧС. 3 подозреваемых в сбыте наркотических средств задержали в конце января. Среди задержанных 2 сержантов и водитель. Сотрудники пожарной охраны употребляли наркотические вещества, даже находясь при исполнении своих служебных обязанностей, сообщают в ведомстве. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело, им грозит до 15 лет лишения свободы. В Симферопольском микрорайоне Ак-Мечеть вырытые траншеи засыпаны грунтом. Месяцами нерешенная проблема за неделю сдвинулась с мертвой точки. Жители довольны положительным результатом. Подробности расскажет Султанея Такаева. Теперь дороги микрорайона Ак-Мечеть обрели надлежащий вид. Заброшенные вырытые траншеи по улице Фенерле наконец-то засыпаны грунтом. Местные жители рады такому быстрому решению проблемы. Все-таки что-то получился, да, что вы приехали. Знаете, за 11 дней, слава богу, хоть начали делать что-то. Не, сейчас сделают. Не делают, конечно. И это только первый этап. Скоро по поручению депутата Государственной Думы Руслана Бальбека дорога будет полностью усыпана щебнем. Кроме этого, проезжая часть станет шире. Местным жителям будет безопасно переходить дорогу. Мы видим, как вы работаете, как вы открыли эти спортивные комплексы, как наша молодежь не бездельничает, а они занимаются, понимаете, и под присмотром. Поэтому ради всего, пожалуйста, не оставляйте нас в таком положении. Пожалуйста. Случае, вот я же говорю, я специально, Исмет Мамедович говорит, все отработали, засыпали, да, то есть, потому что мы же и с подрядчиком, да, которого привлекали, я говорю, я везде проеду, посмотрю. Также в микрорайоне начнутся работы по установке спортивной площадки. Территория определена, проект уже утвержден. Строительство будет осуществляться за внебюджетные средства. Мы общались с Русланом Исмаиловичем, попросили детскую площадку. И, в общем, уже вопрос решен.
Вы сами слышали, что площадка будет. Будем строить там детскую площадку. Вот здесь рядом будет, надеемся, помещение ТОСа. Поэтапно, под покровительством депутата, микрорайон начал обустраиваться. Жители уверены, Ак-мечеть обретет новый облик. Султания Истакаева, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет». Самый запад Крыма, Черноморский район, с рабочей поездкой посетил депутат Государственной Думы Руслан Бальбек. Бездорожье, отсутствие правоустанавливающих документов на культовые объекты. О чем еще говорили жители, в сюжете Арзы Хасьяновой. Дороги – одна из главных проблем Черноморского района. Многочисленные наслоения асфальта заинтересуют любого археолога. Асфальт здесь эпохальный, времен СССР, Украины и России. Паспортизации проезжих участков никогда не было. А подъездов к кладбищам и вовсе. У нас есть такое село Зарядное. Там, в принципе, дорог нету. Их никогда не было. Асфальта никогда не было. Сколько мы 30 лет живем там, да, никогда не было дорог. Вот. Недавно вот там было похороны, мы просто увязли в грязи, не смогли, как говорится, нормально пройти, потому что там невозможно ни пройти, ни проехать. В местах компактного проживания крымских татар с депутатом встретились имамы со всего Черноморского района. Говорили долго, ведь проблем накопилось много. В селе Красносельском, к примеру, старая кладбищенская ограда пришла в негодность. Латают ее уже много лет. Нужно полное обновление. Возникла такая необходимость, как огородить наше кладбище. Оно как бы и существовало давно, но в силу того, что село маленькое, доходы маленькие у всех, поэтому мы не можем как бы сами совладать с этим. Руслану Исмаиловичу, что он помогает нам, огромное ему спасибо. Архитектура культовых зданий, мечетей удивляет. Во всем районе не сыщешь похожей. Есть классика с куполом-гамбизом, башнями, минаретами и английская готика, замки с куполами. Объединяет их всех одно – отсутствие документов. Этап легализации духовных центров в Крыму в разгаре. Наверное, это первый район, в котором, можно сказать, очень больным вопросом стоит обустройство подъездных путей к мусульманским кладбищам. Конечно же, этот вопрос я взял на контроль, и совместно с администрацией мы за счет небюджетных средств найдем решение. Это, конечно же, вопросы получения правоустанавливающих документов на культовые объекты. Мечети, к сожалению, это беда общая по всему Крыму, не имеют ни земли, ни документов на строение. В этом вопросе, конечно же, будем содействовать, помогать. В скором времени в Черноморском районе начнутся работы по отсыпке щебнем подъездных дорог. На ремонт кладбищенской ограды депутат из внебюджетных средств окажет помощь. Планируют также выделить деньги и на достройку мечетей в ряде сел. Арзы Хасьянова, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». Крымский фотограф Венера Салидинова нуждается в срочной операции. Девушка обратилась за помощью. У нее обнаружили опухоль головного мозга. Оплатить операцию семья не в состоянии. Помощь можно оказать любым способом. Перевести деньги на счет карты, реквизиты которой вы видите на экранах. Также средства можно перечислить на Киви кошелек или передать лично в руки. Телефон для связи +7 978 711 28 42. Нет дорог, освещения, дома без адресов. Эти и другие проблемы жители компактного проживания промзоны озвучили представителям администрации Симферополя. Для чиновников встреча с жителями позволила еще лучше изучить проблемы. На встрече были и наши корреспонденты. Если бы она еще шаг сделала, по ней пьяные целые светофор там. Жители компактного проживания крымских татар промзоны озвучивают проблемы. Их много. Первым делом они просят установить светофор. Один светофор не дороже человеческой жизни, поэтому надо поставить, может быть, светофоры по требованию, может быть, но обязательно сделать остановки и обязательно сделать безопасные переходы через эту дорогу. Малейший дождь для местных превращается в испытание. Жители просят обратить внимание на бездорожье. Они вынуждены месить грязь и переходить лужи в кирзовых сапогах. По этому поводу возмущаются и водители. Рассказывают, своими силами не раз засыпали проезжую часть. И все напрасно. Все ломается, бампера портятся. Примите меры. Детскую площадку в аварийном состоянии сложно назвать местом для развлечения детей. Она фактически непригодна для прогулок и игр. Еще одна острая проблема этого микрорайона – отсутствие адресов. Более 20 домов не имеют почтового адреса. По этой улице скорая не приезжает, потому что нумерации нету и адреса нету. Из-за этого скорая не может приехать сюда. Идем, частных привозим или врачей оттуда вот из дома привозим на машине. Что делать? Надо что-то, чтобы лечили, смотрели.
Вот и выкручиваемся. У нас нет документов. Первое, это нас не берут в школу, если мы не прописаны здесь. Это первая проблема. Естественно, самое главное получить сначала документы, а потом уже говорить о воде, о свете, о дорогах наших, как вы видите здесь. Бульдозер, ни такси не вызвать, потому что им сюда даже не объяснишь, когда ехать. Ни скорая не приедет. В микрорайоне на протяжении года работают активисты ТОСов. Рассказывают, стараются регулярно проблемы озвучивать в администрации. Дорожное покрытие, это канализация, это те же элементарные дренажи нам нужны, чтобы вода хотя бы вот по такой грязи, вы видите, куда-то сбегала. Люди, не имеющие правоустанавливающих документов, не могут, я уже повторюсь, подключиться ко всем коммуникациям. И, конечно же, возмущают вот эти вот детские площадки. Их нужно обустраивать, реконструировать, чтобы у детей было нормальное место, где проводить свое время, и безопасно, естественно. И мы надеемся, что все-таки нам действующее вот руководство администрации нам в этом будет помогать и в дальнейшем сотрудничестве, чтобы хоть что-то когда-то продвигалось как-нибудь. Теперь жители ожидают решения проблем. Администрация со своей стороны обещала приложить все усилия для скорейшего положительного результата. В среду мы будем проводить заседание рабочей группы в администрации города Симферополя с приглашением всех заинтересованных служб и расставим приоритеты по тем основным вопросам, которые мы будем решать в ближайшее время. То, что касается светофора, данный участок дороги относится к службе автомобильных дорог. Мы отдельно со службы дорог будем включать в план мероприятий возможность установки там светофора в этом году. Да. Такие встречи Исмет Аблаев планирует провести по всем микрорайонам компактного проживания крымских татар. Цель – изучить проблемы и найти пути их решения. София Шукурова, Аким Бекиров, телеканал Миллет. В Крымском инженерно-педагогическом университете состоялась встреча профессорско-преподавательского состава во главе с президентом вуза Февзи Якубовым, с депутатом Госдумы Русланом Бальбеком. После открытого диалога о новых проектах университета депутат, пользуясь встречей, поздравил Февзи Якубовича с наделенными полномочиями доверенного лица кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина. Основная ценность человечества – это доверие, это, считаю, самый большой капитал. То, что сегодня у нас два соотечественника, два крымчанина являются доверенными лицами главы государства, да, и кандидата в президенты, это, наверное, о многом говорит. К поздравлениям присоединились доктора наук и деканы, весь преподавательский состав и чемпион Олимпийских игр Рустем Казаков. Глава университета с гордостью рассказывает о новом статусе и о том, как важно заслужить доверие своего народа. Я горд тем, что вот традиционно, там, где я работаю, мне это доверяют, и я намерен, насколько это возможно, приложить все усилия для того, чтобы мой народ, наш народ, татары, крымчане все, ну, первое, знаете, пошли бы на выбор. Вот я перечислил 5 или 6 президентов. Ни один из них указа о реабилитации не издал. Указ о реабилитации крымских татар имел мужество издать только Путин Владимир Владимирович. Аэропорт Симферополь переводит все вылетающие рейсы в терминал Б. Сотрудники приступили к подготовке перевода оперативной деятельности в новый аэровокзальный комплекс. В этой связи меняется схема работы действующих терминалов. Уже с 15 февраля обслуживание всех вылетающих пассажиров будет обслуживаться из терминала Б. Прилет пассажиров и выдача багажа по-прежнему будут производиться через терминал А. Пассажиров аэропорта просят своевременно прибывать в аэропорт и при наличии возможности регистрироваться на рейс заранее с помощью услуги онлайн-регистрации на сайтах авиакомпаний. Олимпиада по крымско-татарскому языку собрала рекордное количество школьников со всего полуострова. 170 ребят съехали в Симферополь. Финалисты муниципальных этапов Олимпиады продемонстрировали знания родного языка. Наш корреспондент София Шукурова пообщалась с участниками. Айдер Минумеров приехал из Джанкоя. В районной олимпиаде школьник занял первое место. Здесь, в республике, он также рассчитывает на победу. Самое сложное из заданий, рассказывает Айдер, было написание сочинения. Было сочинение, надо было написать 120 слов. Тема Митхан Султан наш герой. Ну, я написал, что Митхан Султан наш герой, гордость нашей нации.
что он дважды Герой Советского Союза. Олимпиада по крымско-татарскому языку – одно из важных событий для всех школьников. На одном из 3 государственных языках воспитываются дети в детских садах и получают образование в школах. Эта олимпиада состоит из 2 этапов. У нас есть национальные школы и школы с русским языком обучения, поэтому мы подготовили разные задания. В Крыму 16 национальных школ, а это значит 25 тысяч школьников обучаются на родном языке. Только за прошлый год издано 60 тысяч учебников на крымско-татарском языке. Мы оставались после уроков, готовились, выполняли множество упражнений. На протяжении года мы занимались, готовились к этой Олимпиаде. Достаточно серьезно отнеслись к этому. Надеемся, что будут хорошие результаты. Я приехала сюда, чтобы сравнить свои знания с одноклассниками, проверить уровень знания родного языка. Об этой Олимпиаде узнала неделю назад и начала готовиться, писала сочинения. Каждая из 3 субэтнических групп крымских татар имеет свой диалект. Южнобережный очень близок к турецкому. Степной диалект, на котором говорят ногай, относится к кыпчакским языкам. Наиболее распространенный средний диалект. На нем говорят выходцы из горных и предгорных районов Крыма. Именно на основе этого диалекта основан и современный литературный крымско-татарский язык. Для проведения Олимпиады преподаватели составили задания. Организаторы мероприятия здесь мы, Министерство образования. Также нам помогают студенты. На выполнение заданий всего 2 часа, а итоги Олимпиады будут известны в течение недели. София Шукурова, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». Радио Крым сегодня отмечает 3 года. За это время произошли большие перемены. Еще недавно сотрудники пользовались советским оборудованием, но после 2014-го для Радио Крым изменилось все. Именно весной 2014-го радио вещало в режиме 24 часа 7 дней в неделю. Штат, состоящий из небольшого количества людей, работал за идею. Тогда эфиры вела и лично генеральный директор телерадиокомпании «Крым» Екатерина Козырь. Сейчас сотрудники готовятся к запуску нового сезона, а также к открытию более удобной и красивой студии. В Артеке открыли Олимпиаду 2018 в ответ на официальную церемонию открытия игр в Пхечхане. Артековцы решили поддержать российскую сборную. На стадионе детского центра дети подняли государственный флаг России, образовали олимпийские кольца, исполнили государственный гимн Российской Федерации. Видеооткрытка с поднятием флага и напутствием детей будет направлена в пресс-службу Олимпийского комитета России с надеждой на то, что она будет показана в Русском доме на Олимпиаде. Тем самым дети Артека желают российским олимпийцам побед. Меня зовут Алина. Я буду болеть за фигуристку Евгению Медведеву. Она, так же как и я, живет и тренируется в Москве. Мы в Артеке будем держать за вас кулачки. Меня зовут Лейсан. Я приехала из Башкортостана. Хочу пожелать удачи уфимскому биатлонисту Антону Бабику. Мы с вами. Вперед к победе! Очередной матч Крымского футбольного союза состоялся между Кызылташем и ФК Камо. На 9-й минуте первого тайма первый гол забил Дмитрий Хадарченко. Во втором тайме тренерский штаб Кызылташа поменял весь стартовый состав команды. Такое решение приняли, чтобы окончательно определиться с составом команды. Замена футболистов наглядно показала, кто есть кто для ряда игроков. Этот матч стал последним. Матч завершился со счетом 1-1. За сегодняшней игрой определились, с кем из ребят мы будем расставаться. Дали им для этого времени, чтобы они еще раз нас убедили в том или обратном. Вот. А уже к Севастополю, естественно, мы пытаемся сыграть стартовым составом. И уже это будет более-менее для нас одна из тех заключительных игр, которая уже будет непосредственно перед самим началом чемпионата. Министерство финансов Крыма начинает возврат средств из республиканского бюджета гражданам, которые вложили денежные средства на депозитные счета до 18 марта 2014 года. За дополнительной информацией можно обращаться по номеру 3 652 24 95 10. Такими были новости понедельника. Оставайтесь с нами и приятного вечера.